Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – пользовательский интерфейс. Разработка интерфейса, ориентированного на пользователя, непосредственно затрагивает удовлетворенность конечного потребителя. Совсем недавно мир потрясли изобретения, позволяющие управлять устройствами с помощью прикосновения пальцами. Количество продаж тач-планшетов и сенсорных телефонов растет с неимоверной скоростью. Как скоро появятся еще более удобные устройства и что они будут из себя представлять? Этот вопрос волнует умы многих. Интерфейс – это общая граница между отдельными системами, через которую они взаимодействуют, совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие отдельных систем, например, человека, программного обеспечения, аппаратного обеспечения и тому подобное. Пользовательский интерфейс – это набор программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером. Основу такого взаимодействия составляют диалоги. Под диалогом в данном случае понимают регламентированный обмен информацией между человеком и компьютером, осуществляемый в реальном масштабе времени и направленный на совместное решение конкретной задачи. Каждый диалог состоит из отдельных процессов ввода-вывода, которые физически и обеспечивают связь пользователя и компьютера. Обмен информацией осуществляется передачей сообщения. 30 лет назад пользовательские интерфейсы на PC в основном представляли из себя командную строку, как в MS-DOS. Этот интерфейс мог быть очень эффективным, но нужно было учиться его использовать, ведь большинство команд нужно было вводить с использованием правильного синтаксиса. Но чтобы вводить команды с множеством опций, пользователю нужно было запоминать все ее переключатели, правильно их подставлять, при этом зачастую не было никакой справки. Работа с командной строкой, естественно, не каждому казалась забавным времяпровождением, и неудивительно, что домашние компьютеры не получили такого широкого распространения в эру MS-DOS. Командная строка была эффективным интерфейсом для некоторых функций, но простому пользователю она предлагала слишком слабый опыт. Чтобы отойти от командной строки, некоторые компании разработали первый графический пользовательский интерфейс или GUI. Xerox Star 1981 года стал первым устройством, которое предлагало интерфейс, базирующийся на окнах. За ним последовал Apple со своим Macintosh в 1984 и Microsoft Windows в 1985 году. На протяжении 90-х и 2000-х годов десктопные интерфейсы были значительно усовершенствованы. Эти изменения стали результатом все возрастающей важности компьютеров и других интерактивных технологий как на работе, так и в домашних условиях. Задачи пользователя компьютерной программы заключаются в манипуляции с объектом и его свойствами данными. В отличие от операторов, пользователи выполняют профессиональную задачу с иной психологической структурой действий, другими целями, объектом труда и операциями, ресурсами, иной социальной средой взаимодействия. Разнообразие ситуаций, в которых могут работать интерактивные программные системы, затрудняет для разработчика выбор целей, которым необходимо следовать для создания удачного интерфейса. Различные исследователи и организации-разработчики программного обеспечения приводят разные рекомендации, но основные из них следующие. Это простота. Эта рекомендация восходит к правилу бритвы Оккама. Лучшее объяснение – самое простое. Действительно, простой интерфейс позволяет пользователю быстрее адаптироваться, уменьшает вероятность его ошибок, да и разработчику проще отладить такой интерфейс. Интерфейс должен быть легким для освоения и не создавать перед пользователем преграду, которую он должен будет преодолеть, чтобы приступить к работе. Дружественность. Интерфейс дружественный, если пользователь, работая с ним, не испытывает дискомфорта. У пользователя должно складываться впечатление, что он управляет процессом. Кроме того, графический интерфейс должен быть построен в соответствии с эргономическими требованиями. Цвета экрана, элементов, их размер, композиция.
важен темп выполнения операций, который должен соответствовать естественному темпу человека, среднее время отклика и его дисперсия. Сообщения должны быть корректными по форме, точными и информативными, совершенно недопустимы безграмотные тексты. Пользователь должен всегда знать, на какой стадии процесса он находится. Естественность интерфейса. Естественный интерфейс такой, который не вынуждает пользователя существенно изменять привычные для него способы решения задачи. Это, в частности, означает, что сообщения и результаты, выдаваемые приложением, не должны требовать дополнительных пояснений. Функциональность. Функциональность системы обозначает наличие значительной эффективности в выполнении операций, что делает ее использование рентабельным. Интерфейс должен отражать ее функциональность и давать возможность успешной работы пользователям различной квалификации. И последнее – умеренная цена. Речь идет о производственных системах. Понятно, что система, имеющая слишком дорогостоящий интерфейс, но недостаточную функциональность, будет, возможно, куплена, но пользователь останется ею недоволен. Срок окупаемости системы во многом зависит от функциональности. С другой стороны, экономия на интерфейсе – очень недальновидная политика. Некачественный интерфейс создает у пользователей плохое мнение о системе и может вообще привести к отказу от ее использования. Интерфейсы пользователя бывают двух типов. Первое – процедурно-ориентированные, и второе – объектно-ориентированные. В процедурно-ориентированном интерфейсе используется традиционная модель взаимодействия с пользователем, основанную на понятиях процедура и операция. В рамках этой модели программное обеспечение предоставляет пользователю возможность выполнения некоторых действий, для которых пользователь определяет соответствие данных и следствием выполнения которых является получение желаемого результата. Процедурно-ориентированные интерфейсы обеспечивают пользователю функции, необходимые для выполнения задач. Акцент делается на задачи. Пиктограммы представляют приложения, окна или операции. Содержание папок и справочников отражается с помощью таблицы списка. Ну и процедурно-ориентированные бывают примитивным. Называется интерфейс, который организует взаимодействие с пользователем и используется в консольном режиме. Интерфейс меню. В отличие от примитивного интерфейса, позволяет пользователю выбирать операцию из специального списка, выводимого ему программой. Эти интерфейсы предполагают реализацию множества сценариев работы, последовательность действий в которых определяется пользователями. Древовидная организация меню предполагает строго ограниченную реализацию, при этом возможны два варианта организации меню. Первое. Каждое окно меню занимает весь экран. Второе. На экране одновременно присутствует несколько разноуровневых меню. Интерфейс со свободной навигацией, графический интерфейс, поддерживает концепцию интерактивного взаимодействия с программным обеспечением, визуальную обратную связь с пользователем и возможностью прямого манипулирования объектом, кнопки, индикаторы, строки состояния. В отличие от интерфейса меню, интерфейс со свободной навигацией обеспечивает возможность осуществления любых допустимых в конкретном состоянии операций, доступ к которым возможен через различные интерфейсные компоненты, горячие клавиши и так далее. Объектно-ориентированные интерфейсы используют модель взаимодействия с пользователем, ориентированную на манипулирование объектами предметной области. В рамках этой модели пользователю предоставляется возможность напрямую взаимодействовать с каждым объектом и инициировать выполнение операций, в процессе которых взаимодействуют несколько объектов. Задача пользователя формулируется как целенаправленное изменение некоторого объекта. Объект понимается в широком смысле слова модель БД, системы и так далее. Такой интерфейс предполагает, что взаимодействие с пользователем осуществляется посредством выбора и перемещения пиктограмм соответствующей объектно-ориентированной области. Объектно-ориентированный интерфейс
обеспечивает пользователю возможность взаимодействия с объектами. Акцент делается на входные данные и результаты. Пиктограммы представляют объекты. Папки и справочники являются визуальными контейнерами объектов. Интерфейс прямого манипулирования. Этот тип интерфейса предполагает, что взаимодействие пользователя с программным обеспечением осуществляется посредством выбора и перемещения пиктограмм, соответствующих объектам предметной области. Подтипы пользовательских интерфейсов. Командный интерфейс, WIMP интерфейс, Silk интерфейс. Он называется так, потому что в этом виде интерфейса человек подает команды компьютеру, а компьютер их выполняет и выдает результат человеку. Командный интерфейс реализован в виде пакетной технологии и технологии командной строки. Вначале накапливаются данные и формируется пакет данных, а затем пакет последовательно обрабатывается рядом программ. Недостатки этого режима – это низкая оперативность принятия решений и обособленность пользователя от системы. При этой технологии в качестве способа ввода информации обычно служит клавиатура, а дисплей – средством вывода. Команды набираются в командной строке. Как и когда появился графический интерфейс? Его идея зародилась в середине 70-х годов, когда в исследовательском центре Xerox Palo Alto Research Center была разработана концепция визуального интерфейса. Предпосылкой графического интерфейса явилось уменьшение времени реакции компьютера на команду, увеличение объема оперативной памяти, а также развитие технической базы компьютеров. Аппаратным основанием концепции, конечно же, явилось появление алфавитно-цифровых дисплеев на компьютерах, причем на этих дисплеях уже имелись такие эффекты, как мерцание символов, инверсия цвета, смена начертания белых символов на черном фоне обратным, то есть черных символов на белом фоне, подчеркивание символов. Эти эффекты распространились не на весь экран, а только на один или более символов. Следующим шагом явилось создание цветного дисплея, позволяющего выводить вместе с этими эффектами символы в 16 цветах на фоне с палитрой, то есть цветовым набором из 8 цветов. После появления графических дисплеев с возможностью вывода любых графических изображений в виде множества точек на экране различного цвета, фантазии в использовании экрана вообще не стало границ. Первая система с графическим интерфейсом 8010 Star Information System группы PARC таким образом появилась за 4 месяца до выхода в свет первого компьютера фирмы IBM в 1981 году. Первоначально визуальный интерфейс использовался только в программах, постепенно он стал переходить и на операционные системы, используемых сначала на компьютерах Atari и Apple Macintosh, а затем и на IBM совместимых компьютерах. С более раннего времени и под влиянием также и этих концепций проходил процесс по унификации в использовании клавиатуры и мыши прикладными программами. Слияние этих двух тенденций и привело к созданию того пользовательского интерфейса, с помощью которого при минимальных затратах времени и средств на переучивание персонала можно работать с любыми программными продуктами. Описание этого интерфейса, общего для всех приложения и операционных систем, и посвящена данная часть. На первом этапе графический интерфейс очень походил на технологию командной строки. Отличия от технологии командной строки заключались в следующем. При отображении символов допускалось выделение части символов цветом, инверсным изображением, подчеркиванием и мерцанием. Благодаря этому повысилась выразительность изображения. В зависимости от конкретной реализации графического интерфейса курсор может представляться не только мерцающим прямоугольником, но и некоторой областью, охватывающей несколько символов и даже часть экрана.
Эта выделенная область отличается от других невыделенных частей, обычно цветом. Нажатие клавиши Enter не всегда приводит к выполнению команды и переходу к следующей строке. А реакция на нажатие любой клавиши во многом зависит от того, в какой части экрана находился курсор. Кроме клавиши Enter, на клавиатуре все чаще стали использоваться серые клавиши управления курсором. Уже в этой редакции графического интерфейса стали использоваться манипуляторы типа мыши, трекбола и тому подобное. Они позволяли быстро выделять нужную часть экрана и перемещать курсор. Вторым этапом в развитии графического интерфейса стал чистый интерфейс WAMP. Этот подвид интерфейса характеризуется следующими особенностями. Вся работа с программами, файлами и документами происходит в окнах, определенных очерченных рамкой частях экрана. Все программы, файлы, документы, устройства и другие объекты представляются в виде значков, иконок. При открытии иконки превращаются в окна. Все действия с объектами осуществляются с помощью меню, хотя меню появилось на первом этапе становления графического интерфейса. Оно не имело в нем главенствующего значения, а служило лишь дополнением к командной строке. В чистом WAMP-интерфейсе меню становится основным элементом управления. Широкое использование манипуляторов для указания на объекты. Манипулятор перестает быть просто игрушкой, дополнением к клавиатуре, а становится основным элементом управления. С помощью манипулятора указывают на любую область экрана. Окна или иконки, выделяют ее, а уже потом через меню или с использованием других технологий осуществляют управление ими. Следует отметить, что WAMP требует для своей реализации цветной растровый дисплей с высоким разрешением и манипулятор. Также программы, ориентированные на этот вид интерфейса, предъявляют повышенные требования к производительности компьютера, объему его памяти, пропускной способности шины и тому подобное. Однако этот вид интерфейса наиболее прост в усвоении и интуитивно понятен. Поэтому сейчас WAMP интерфейс стал стандартом де-факто. Ссылка интерфейс. Speech – речь, image – образ, language – язык и knowledge – знание. Этот вид интерфейса наиболее приближен к обычной человеческой форме общения. В рамках этого интерфейса идет обычный разговор человека и компьютера. При этом компьютер находит для себя команды, анализируя человеческую речь и находя в ней ключевые фразы. Результат выполнения команд он также преобразует в понятную человеку форму. Этот вид интерфейса наиболее требователен к аппаратным ресурсам компьютера, и поэтому его применяют в основном для военных целей. С середины 90-х годов, после появления недорогих звуковых карт и широкого распространения технологии распознавания речи, появилась так называемая речевая технология ссылка интерфейса. При этой технологии команды подаются голосом путем произнесения специальных зарезервированных слов команд. Основными такими командами по правилам системы Горыныч являются «Проснись» – включение голосового интерфейса, «Отдыхай» – выключение речевого интерфейса. Существуют и такие команды, как «Открыть» – это переход в режим вызова той или иной программы. Имя программы называется в следующем слове. «Буду диктовать» – переход из режима команд в режим набора текста голосом. Режим команд – возврат в режим подачи команд голосом и некоторые другие. Слова должны выговариваться четко в одном темпе. Между словами обязательно пауза. Из-за неразвитости алгоритма распознавания речи такие системы требуют индивидуальной предварительной настройки на каждого конкретного пользователя. Речевая технология является простейшей реализацией ссылок интерфейса. Эта технология возникла в конце 90-х годов 20 века. Для управления компьютером используется выражение лица человека, направление его взгляда,
размер зрачка и другие признаки. Для идентификации пользователя используется рисунок радужной оболочки его глаз, отпечатки пальцев и другая уникальная информация. Изображения считываются с цифровой видеокамеры, а затем с помощью специальных программ распознавания образов из этого изображения выделяются команды. Эта технология, по-видимому, займет свое место в программных продуктах и приложениях, где важно точно идентифицировать пользователя компьютера. Золотое правило проектировщика гласит: никогда не делай другим того, что они сделали тебе. Вспомните, что вам не нравится в программном обеспечении, которым вы пользуетесь, и не делайте того же самого в программе, над которой работаете. Принципы разработки интерфейса – это концепции и представления высокого уровня, которые могут использоваться при проектировании программного обеспечения. Необходимо определить, какой из принципов наиболее важен и приемлем для вашей системы. 3 принципа разработки пользовательского интерфейса формулируются так. Правило номер 1. Дать контроль пользователю. Принципы, которые дают пользователю контроль над системой. Правило номер 2. Уменьшить нагрузку на пользователя. Компьютерный интерфейс, основанный на знании того, как люди хранят и запоминают информацию, должен защитить память людей от излишней загруженности. Правило номер 3. Сделать интерфейс совместимым. Совместимость – это ключевой аспект для использования интерфейса, однако не самый главный. Переход к использованию нового программного средства должен быть последовательным. На этом у меня все. Увидимся на следующих уроках. Спасибо за внимание.